Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы погадаем с вами на замечательную тему. Понравится ли вам ответ на вопрос или запрос, который вы делали? То есть, смотрите, вы там ждете ответа откуда-то. Ну, например, вы отправили резюме и ждете ответа, возьмут вас на работу или нет. Вы проходили экзамены и ждете результат. Понравится вам результат или нет. Вы сдали анализы, понравятся вам результаты анализов или нет. Вы ждете от человека ответа, там, не знаю, от девушки, выйдет ли она за вас замуж. Она решила подумать. Понравится вам ответ или нет. То есть любой вопрос. У нас будет с вами рассмотрено 3 вопроса. И именно такое небольшое гадание, да, ответ. А вам понравится ответ вот на этот запрос или нет? Допустим, вы там, не знаю, сдали какие-то, обследования, там, да, результаты ждете. Или еще что-то. Ну, там, экзамены, я еще раз говорю, что резюме, возьмут ли вас на работу, решат ли вам продать квартиру или наоборот, вы решили у кого-то, наоборот, кому-то продать, да, что угодно. Вот я говорю, вот прямо что угодно. То, что вы ждете как ответ. Подались на визу, понравится ли вам ответ, да? Что одобрят визу или не одобрят. Ну, потом, что еще? Вопрос собираетесь задать там, мужу. Ты мне изменял или нет? Понравится ли вам ответ? Вот он вам к душе придется, этот ответ. Приятно будет его слышать или нет? Итак, у нас 3 позиции, 3 вопроса, да? Любые запросы, любые. Понравится вам ответ или нет в будущем? То есть вот когда вы этот ответ получите, понравится или нет? И у нас 3 камушка, значит, амазонит, флюорит и агат. 1, 2, 3. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. И обязательно распределите на бумажке лучше или где-то в записях, какой у вас где вопрос, ответ на который вы ждете. Да? Расклад небольшой, поэтому мы просто будем открывать по одной карте, не убирая их в сторону. Итак, запрос 1. 7 кубков. 7 кубков, знаете, о чем говорит? То, что ответ для вас не ясен. Вы так и не получите, какого-то конкретного ответа на этот запрос. Ни да, ни нет. Что-то, знаете, такое неопределенное. Давайте поэтому уточним с вами. Понимаете, это карта мечты. Как сказать, расслабление, мечты. Опять же, если вы от этого ответа расслабитесь, тогда он вам понравится. Как вот воздушные замки человек какие-то рисует. Видите, 15-й аркан. Я говорю, вот идет такой странный момент. Вроде как сладость какая-то, но чувствуется фальшь, может быть. Вы получаете ответ, вам он может нравиться, как воздушные замки, как то, что вы хотели услышать. Но вот правда ли это? Вот в чем вопрос. То есть такое ощущение, что вам кто-то пыль в глаза пускает. Допустим, вы получаете ответ, да, на ваш вопрос, но это неправда. Или скрыты какие-то факты. Какая-то есть подпольная информация, которая потом всплывет. Понимаете? То есть тут нет ответа. Тут правда нет ответа. Что 15-й аркан, что 7 кубков не дают четкого ответа. Понравится ли вам или нет? Может, очень понравится. Очень. Но в этом есть подвох. В этом есть иллюзия какая-то. Обычно, что эта карта, что это и несет в себе вот эти воздушные замки, искушения, фантазии. А дальше-то что? То есть продолжения нету этого вопроса. То есть это не, как сказать, ответ не показывает картину, ту, которая есть. Хорошо. 2 вопрос. Понравится вам ответ или нет? Рыцарь кубков. Ответ очень вам понравится.
очень сильно понравится, вы влюбитесь в ответ. Карта показывает очень сильное воодушевление и вдохновение после получения ответа на этот запрос. Единорог – это очень хороший символ, если честно. Символ чистоты помыслов, чистоты намерений, чистоты души, может быть, того, у кого вы что-то спрашиваете или о чем. Или душевные порывы идут, любовь, счастье, вот гармония внутри. Здесь есть и совесть, и честь, и достоинство, и душевные такие порывы, что вот если люблю, то от души. Если что-то делают, то тоже от души. Счастье какое-то. Поэтому ответ на этот вопрос очень вас порадует. Каким бы он ни был, может, вы хотите услышать отрицательный ответ, может, положительный ответ, может, просто посмотрите, там, не знаю, на свои анализы и обрадуетесь. Может быть, еще что-то такое, да. Девушка ответит вам «да», скажет «я выйду за тебя замуж». Или «да, тебя возьмут на работу». Понимаете? Что-то такое хорошее. И третье. Понравится ли вам ответ на этот вопрос, запрос или нет? Двойка мечей. А вот тут странный тоже ответ. Завязаны глаза. Чего-то не вижу. Как сказать? Ну, ответ может быть любым, но скорее не совсем нравится, да, но я закрою на это глаза. Вот что-то в этом духе. Или так человек как закрывается, что ли, от ответа. Сейчас давайте посмотрим. Вот он вдохновленный, играет на скрипке, понимаете? Он стоит на пне, а демоны тянутся к нему, но с восхищением как будто. Он их не видит, он играет для звезд. Понравится ли вам такое? Вот и то, что я описываю, вам нравится? Давайте уточним. Девятка пентаклей. Поняла. Поняла, что тут имеется в виду. Ответ выводит вас на новый уровень куда-то. Куда-то поднимает ввысь от низов. Идет взлет, допустим, по карьерной лестнице, или взлет по социальной лестнице, или выход на новый уровень по, не знаю, выздоровлению, по состоянию, по отношениям, куда-то вперед, вверх, к счастью. Но, к счастью, мы тянемся, и мы идем к нему трудной дорогой, и нам приходится действительно закрывать глаза на мелкие неурядицы и на то, что остается позади. Вот открывается благодаря ответу новый путь, а вам что-то оставить придется сзади себя. Вот так. Но в любом случае девятка пентаклей совершенно точно указала, что вам понравится ответ. Понравится, он будет, может быть, не совсем однозначный для вас и все, но он даст вам веру в будущее, оптимизм, и вы будете тянуться к звездам. Вы будете тянуться к красивому большому дворцу, да, к которому идет девушка, чтобы там поселиться. Понимаете, вот и дорога вверх, да. Поэтому я считаю, этот ответ должен понравиться. Не во всем, может быть, не все, вот все нюансы, но понравится. Ну, вот такой ответ сегодня для вас. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий и до новых встреч.